Искусство обаяния – важный аспект в межличностных отношениях. Ведь именно благодаря обаянию вы сможете получить дополнительные баллы от человека при знакомстве. Кстати, в отличие от харизмы, обаяние – качество приобретенное, и ему можно научиться. Алена, вот ты знала, что расположить к себе собеседника можно всего за 1 минуту? Нужно лишь придерживаться простых рекомендаций. Конечно, знала, ведь я как раз прислушиваюсь к этим самым рекомендациям. Ну а если вы еще не знаете, как обаять любого, психолог Елена Юркина раскроет все карты и научит вас завоевывать сердца даже самых зажатых собеседников. Как понравиться окружающим за 60 секунд? Я расскажу вам о 3 простых стратегиях для этого дела. Первая стратегия называется 3 «да». Чтобы понравиться окружающим, нужно вызвать у собеседника 3 положительных ответа на какие-либо свои вопросы. Например, «Хороший сегодня денек, не правда ли?» Зачастую люди, которые хорошее настроение, скажут «да». «Как вы поживаете?» Человек скажет «прекрасно, спасибо», «хорошо, благодарю». Когда человек говорит «да» и положительно какие-то слова, на вроде «прекрасно», «хорошо», он сразу начинает воспринимать того человека, который задает такие вопросы, с большим оптимизмом. Вторая стратегия называется «кофе и кексы». Американский психолог Расран использовал в исследовании такую методику. Своих подопытных он предлагал оценить. И было 2 группы. Первая группа – обычные люди, вторая группа – те, кто сидел, пил кофе или даже ел кексы. И вот по его исследованиям получилось, что те люди, которые употребляли напитки или даже сладости, они воспринимались окружающими в несколько раз более положительно, чем те, которые просто общались или просто стояли. И эта находка сейчас используется по всему миру. Назначается свидание за чашечкой кофе или даже собеседование. Третья стратегия называется «попросить о помощи». Американский президент Бенджамин Франклин нашел такой способ нравиться окружающим. Он увидел, что если он обращался за помощью даже небольшой кому-либо, те с большим одобрением относились к нему и считали его более хорошим человеком. Лев Николаевич Толстой, наш писатель, тоже говорил: мы больше любим не тех людей, которые нам сделали добро, а мы больше любим тех людей, которым мы сделали добро сами. Это стоит использовать, но только одно «но». Нужно просить о помощи небольшой или посильной для другого человека, иначе может вызвать обратный эффект.